2019 году на должность генерального прокурора был назначен Отгур Агрба. По счету это 8-й генеральный прокурор нашей страны. Сегодня в проекте Амчра мы зададим ему самые актуальные вопросы. Здравствуйте, Отгур Нугзарович. Спасибо большое, что согласились на интервью для абхазского телевидения. Наверное, хочется начать с того, что вы человек, который в органах прокуратуры не новый. Ваша деятельность начинается аж с 2002 года. Расскажите вообще немножко о себе. Здравствуйте, Рената. Очень приятно видеть вас. Вся моя трудовая деятельность профессиональная проходила в органах прокуратуры. Я никогда не работал в других структурах и ведомствах. С 2002 года, с октября месяца, занял должность следователя военной прокуратуры, после чего разновременно состоял на разных должностях той же военной прокуратуры, на должности старшего следователя по особо важным делам. И в декабре 2015 года был назначен заместителем генерального прокурора, военным прокурором Республики Абхазия. Спустя 4 года, в декабре 2019 года, был избран парламентом Республики Абхазия, Народным собранием, генеральным прокурором нашей страны. Все-таки вам легко было принять такое решение, стать генеральным прокурором Абхазии? Откровенно говоря, я никогда не планировал, и у меня не было такого желания возглавить ведомство прокуратуры, понимая при всем том, что это очень большая ответственность, большой груз в тех условиях, в которых находилась наша страна, на фоне тех тяжелой криминогенной обстановки. Я понимал, что это будет очень сложно. Но несмотря на это, бывший президент Хаджимба настаивал на моем назначении, после чего мне пришлось согласиться. Выбор был сделан, и вот мы сегодня продолжаем работать в органах прокуратуры. За то время, как вы уже стали генеральным прокурором, какие вообще достижения у вас есть и есть ли какие-то изменения в самом ведомстве? С момента моего появления в Генеральной прокуратуре были проведены большие изменения. В частности, это касается кадровых назначений. Мы провели очень много служебных проверок. Были проведены служебные разбирательства в отношении работников прокуратуры. Все это происходило по итогам изучения материалов и уголовных дел, которые находились на тот момент в Следственном управлении Генеральной прокуратуры. На мой взгляд, тогда были приняты необоснованные и незаконные решения по серьезным резонансным уголовным делам, которые не нашли тогда своего отражения, были отменены постановления и возвращены очень многие подозреваемые, обвиняемые лица обратно под стражу. Это касается резонансных дел в отношении лиц, которые пользуются сегодня в криминальной среде особым статусом. Сегодня в отношении них уголовные дела направлены в суд, вынесены обвинительные решения, приговора, и они отбывают свои наказания в местах лишения свободы. Также это касалось и других дел коррупционной направленности, в частности, по материалу, по факту хищения в сберегательном банке Республики Абхазия. В 2017 году в Генеральную прокуратуру поступил материал, который не нашел здесь своего отражения, после чего в 2020 году на основании этих материалов было возбуждено уголовное дело по факту хищения на 730 миллионов рублей. В настоящее время это дело находится в производстве прокуратуры и расследуется в полном объеме. Также были отменены постановления по уголовному делу, тоже имеющему общественный резонанс, связанное с разбойным нападением на главного бухгалтера Ткварчалской ЦРБ. Тогда по этому уголовному делу содержалось 4 человека, но впоследствии некоторые из них были освобождены. Постановления о прекращении в уголовном преследовании тоже были отменены, лица были возвращены под стражу. Сегодня уже вынесены обвинительные приговора, частично в отношении отдельных участников преступления вынесены оправдательные решения,
Но прокуратура с такой позицией не согласна, и поэтому мы будем вносить кассационное представление в Верховный суд. Помимо этого, в Генеральной прокуратуре на основании материала контрольной палаты, который поступил к нам еще в 2019 году, Следственным управлением было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Абхазтоп Авизба Беслана. Это дело сегодня у всех на слуху, я об этом говорил не раз. И в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, назначены экспертизы в Российскую Федерацию. Сам Авизба находится под домашним арестом, несмотря на то, что мы его неоднократно задерживали, обращались в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, но на основании судебного решения он сегодня находится под домашним арестом. Это на такие дела, которым мы придали значение после нашего появления в Генеральной прокуратуре. Сегодня на слуху у нас громкие уголовные дела, такие как убийство, похищение. Сегодня какая работа ведется? Что вы можете по этим делам сказать? У нас в производстве находится уголовное дело по факту убийства 3 граждан, имевшего место на набережной в городе Сухум 22 ноября 2019 года. Дело расследуется уже более 8 месяцев. Разновременно по этому делу были задержаны подозреваемые лица, которые сегодня содержатся в изоляторе временного содержания Службы государственной безопасности. У нас имеется большая совокупность доказательств по уголовному делу, но на этом работа не останавливается. С самого начала была создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Службы госбезопасности, Министерства внутренних дел. Еженедельно мы проводим совещания в прокуратуре, и нами намечаются определенные планы и сроки исполнения проводимой работы. Необходимо еще выполнить очень большой объем работы, и как оперативной, так и следственной, для того, чтобы закрепить доказательства по делу, чтобы виновные лица понесли заслуженное наказание. Ни для кого не секрет, что иное количество времени между такими структурами, как прокуратура, МВД, СГБ, существовал некий такой негласный конфликт. С чем это связано, сложно сказать, но сейчас какие у вас отношения в плане работы, взаимодействия в определенных каких-то делах? Действительно, раньше усматривались такие взаимоотношения между МВД, в частности с прокуратурой. С чем это было связано, и мне сложно говорить сегодня, но с января месяца 2020 года у прокуратуры, с МВД и со службой госбезопасности сегодня очень тесные и хорошие взаимоотношения. Предыдущее руководство МВД очень тесно с нами сотрудничало. После президентских выборов руководство МВД сменилось, сегодня новый министр. У нас с ним очень слаженные взаимоотношения. То же самое я могу сказать о службе государственной безопасности. Это усматривается еще и из-за того, что мы вместе проводим совместные мероприятия по уголовным делам и материалам. К примеру, вот службой госбезопасности были направлены в прокуратуру материалы по коррупционной направленности в отношении заместителя начальника управления паспортной службы Квацба Вадима, вы слышали, наверное, о таком деле, полковника милиции. И на основании предоставленных материалов из службы госбезопасности прокуратурой было возбуждено уголовное дело. На всем стадии предварительного расследования оперативные сотрудники сопровождали наше уголовное дело, и мы слаженно выполняли совместную работу. Все лица сегодня привлечены к уголовной ответственности. По настоящему уголовному делу проходит 4 человека, и дело недавно было направлено нами в суд для рассмотрения по существу. На мой взгляд, дело расследовано качественно, мы будем ждать результата. Говоря о материалах контрольной палаты, которые к вам поступают, материал находится в открытом доступе. Любой желающий может изучить материалы, посмотреть.
И все-таки есть такое мнение о том, что прокуратура никак не содействует, не работает. Все ли материалы, которые к вам попадают, имеют все-таки уголовное такое вот преследование? Контрольная палата действительно направляет в прокуратуру ежегодно материалы финансовых проверок в различных организациях. Одним из таких материалов явился материал по Абхазтопу, по которому нами было принято решение уже в этом году. Ранее, в предыдущих годах, тоже направлялись в прокуратуру материалы. Примерное количество их составляло где-то от 3 до 5 материалов в год. Мы в настоящее время еще не смогли дать правовую оценку всем материалам, но мне известно, что по всем этим материалам проводились проверки. И из предоставленных проверок материалов на тот момент признаков состава преступления не усматривалось. Там, где нет состава преступления, применяются меры прокурорского реагирования в виде представления и протестов. Мы, в свою очередь, уже в этом году оценили материал по Абхазтопу, который явился основанием для возбуждения уголовного дела. Сегодня рассматривать все материалы контрольной палаты, которые ранее были направлены к нам, откровенно говоря, у нас, у прокуратуры, нет таких сил и средств. То, что было раньше, возвращаться к ним и по-новому проводить проверки гораздо сложнее, нежели получить новый материал и начать сначала. У нас на сегодняшний день в прокуратуре очень большой объем работы, следственное управление очень загружено. У нас сменились люди, полностью сменилось руководство следственного управления. Качество работы тоже стало намного лучше. Объем увеличился в разы, и поэтому рассматривать материалы предыдущих лет нам очень сложно. В последнее время видно, что прокуратура выкладывает на своем сайте определенные какие-то материалы, достижения, но все материалы, которые вы отправляете в суд, почему-то как-то они вот разваливаются. Все-таки с чем это связано? Ну, здесь необходимо отметить, что материалы не разваливаются. Это бытует такое мнение в обществе. Но я хочу отметить тот факт, что с января 2020 года, когда мы пришли, когда сформировалось новое руководство в прокуратуре, в производстве находились и другие серьезные, тяжкие, особо тяжкие уголовные дела и преступления. Они находились на стадии завершения. И эти дела были возбуждены задолго до нашего суда прихода. Нам ничего не оставалось, кроме того, как принять по ним решение. Очень сложно исправлять те ошибки и те уголовные дела, которые своевременно не нашли своего отражения. Мы, конечно, избрали другой путь. Но учитывая то обстоятельство, что мы полностью сменили свой стиль и методы работы, прекращать уголовные дела в прокуратуре мы не стали. Надеясь на силу воли наших судей и на то, что они смогут дать правовую оценку, необходимую, объективную, мы направили эти дела в суд. Но результат не заставил себя долго ждать, но я не считаю, что это является нашим упущением. Но из того, что было сделано все возможное. Буквально несколько дней назад на территории Абхазии был похищен гражданин Российской Федерации. Что сегодня можно озвучивать по этому делу? В настоящее время возбуждено уголовное дело Гальской прокуратурой. Проводится предварительное расследование. Тоже у нас сформирована оперативно-следственная группа. Установлено, что похищение имело место на территории Республики Абхазия. Он заехал 4 сентября. Похищение состоялось 6 сентября рано утром. Круг лиц нами не установлен, но по имеющейся информации, возможно, по версии следствия, похищенное лицо было переведено на территорию Грузии. В данное время мы работаем и опрашиваем всех свидетелей, делаем все возможное для того, чтобы установить подозреваемых лиц. У вас планируются какие-то структурные изменения? Вообще, как вы относитесь к созданию Следственного комитета? У нас
В этом году произошли уже значительные изменения. Это связано в первую очередь с организацией работы отдела кадров, перераспределением функциональных обязанностей между управлениями Генеральной прокуратуры. Также усилена работа по повышению квалификации прокурорских работников. Помимо этого, нами разработан проект трудового договора, в котором указаны права и обязанности как работодателя, так и работников прокуратуры. За последние послевоенные годы у нас отсутствовал трудовой договор, и в связи с чем были подписаны со всеми работниками трудовые договора, которые позволяют нам сегодня в случае совершения каких-либо проступков, либо правонарушений со стороны работников прокуратуры в одностороннем порядке прекратить с ними трудовые взаимоотношения. В остальном в настоящее время также проводится процессуальная проверка в части международно-правового сотрудничества. Нами были выявлены неправомерные переводы из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия граждан, у которых отсутствует гражданство Республики Абхазия, граждан Российской Федерации. И сегодня проводится доследственная проверка, что, возможно, в будущем послужит возбуждением уголовного дела. В другой части серьезных изменений в прокуратуре не будет. И я не считаю, что необходимо проводить какие-то реформы. Все проблемы, которые были связаны у нас в прокуратуре, которые имели место, они в основном были связаны с человеческим фактором. Необходимо просто менять методы работы, стиль и проявить желание. Нужно ставить перед собой цели и задачи. Вот это основная проблема. В остальном таких кардинальных изменений не ожидается. В плане сотрудников у вас сейчас делается акцент все-таки на молодых людей. С чем это связано? Прокуратура молодеет, можно так сказать. Действительно, у нас очень много молодых сотрудников прокуратуры, но это еще и связано с тем, что предыдущее наше поколение, очень многие ушли на пенсию, они уволились из прокуратуры, и в связи с тем, что у нас освобождаются места, естественно, мы набираем новых людей, которые готовы сегодня трудиться в прокуратуре вместе с нами. Мы делаем это, выбираем людей, прежде всего исходя из их знаний. Проводим определенные мероприятия, беседы с этими людьми для того, чтобы улучшить качество и уровень прокуратуры. Вы можете дать оценку работе Генеральной прокуратуры на сегодняшний день? На сегодняшний день я могу сказать следующее, что в прокуратуре по всем направлениям, не только следствие, у нас есть еще и общенадзорное управление, есть управление, которое сегодня поддерживает обвинения, государственное обвинение в судах. По всем направлениям усилена работа. Мы выполняем очень большой объем работы. К примеру, если в прошлом году центральным аппаратом Генеральной прокуратуры было расследовано и направлено в суд 2 дела, и сегодня в производство было принято 34 уголовных дел, а в суд направлено 11. Это свидетельствует о том, что работа прокуратуры и ее объем увеличился. И таким образом, учитывая, что здесь у нас в основном дела объемные, резонансные, которые требуют большого количества времени, мы, естественно, стараемся выполнять свою работу, но у нас очень мало времени. За первое полугодие 2020 года у вас уже есть готовый отчет. По этому отчету что вы можете сказать? Все-таки вы достигли нужных результатов или пока еще сложно об этом говорить? Я думаю, что об этом пока сложно говорить. Наверное, результаты работы прокуратуры оценит наше общество, наши граждане, наше руководство страны. Но сегодня все делается для этого все возможное. Единственное, что я могу сказать, моей основной задачей и моей целью и сегодня является, и изначально основной задачей была изменить методы работы прокуратуры. Я очень хочу, чтобы люди понимали, что мы являемся слугами нашего народа,
и что необходимо исполнять добросовестно возложенные на себя обязанности. В остальном, о чем вы говорите, я думаю, что на это еще потребуется какое-то время, чтобы оценить по достоинству, изменилась прокуратура на самом деле, или, как говорят некоторые, это всего лишь пиар-акция. Бороться с коррупцией возможно? Наш УПК позволяет? В уголовном процессуальном законодательстве и в уголовном законодательстве есть определенная категория преступлений коррупционной направленности. Некоторые из них я уже озвучил. Все зависит от того, что уголовное процессуальное законодательство, на мой взгляд, предоставляет сегодня очень большие возможности и условия для подозреваемых и обвиняемых лиц. И напротив, очень сложно сегодня следственным органам доказывать вину, причастность подозреваемых, обвиняемых лиц в рамках уголовного расследования. Ну, это, конечно же, свидетельствует, наверное, о принципах демократии, которые у нас заложены в законодательство. Но, несмотря на это, я считаю, что бороться с коррупционными преступлениями можно и нужно. Для этого есть сегодня у нас все условия, просто нужно проявить желание. И результат обязательно будет. На должность генерального прокурора вы были назначены экс-президентом Раулем Хаджимба. Сегодня у нас новоизбранный президент Аслан Георгиевич Бжания. Как складываются взаимоотношения государства и прокуратуры, есть ли понимание и поддержка? В настоящее время, после избрания нового президента Аслана Георгиевича Бжания, мы неоднократно встречались с ним, обсуждали проблемные вопросы, связанные с правоохранительной системой. Есть полное понимание тех проблемных вещей, которые сегодня у нас сложились в республике. И есть абсолютная поддержка. Я думаю, что необходимо какое-то время для того, чтобы исправить ситуацию. Сегодня делается все возможное для того, чтобы улучшить и качество работы, и поднять профессиональный уровень правоохранительной системы. Что для вас быть генеральным прокурором? Я думаю, что быть генеральным прокурором – это прежде всего быть примером для окружающих. Любой прокурор, чиновник должен быть в первую очередь порядочным, добросовестным человеком и должен понимать, что он служит своему народу, своему государству. Наверное, у прокурора должны быть такие качества, как он должен быть наделен твердым характером, принципиальностью и должен уметь принимать правильные, объективные, справедливые решения. Также должен дорожить своей репутацией и достоинством. В проекте «Амчера», в котором вы сегодня принимаете участие, есть некая традиция. Мы один и тот же вопрос задаем каждому гостю. Предположим, через год мы с вами проведем такую же встречу, такую же беседу. Есть ли у вас какие-то планы на год вперед, которые вы хотите реализовать, о которых мы сможем через год с вами встретиться и обсудить? Все мои планы, мои цели и задачи, которые были изначально поставлены, они реализуются по мере реализации нашей работы. Основная моя задача, которую мы хотели бы реализовать, я думаю, что в первую очередь это вернуть доверие наших граждан не только к прокуратуре, но и ко всей правоохранительной системе. Это поднять репутацию прокуратуры и, конечно же, победить коррупцию. Может, громко сказано, наивно звучит, но я думаю, что если будет желание, все это можно будет сделать. Спасибо большое, что вы приняли участие в нашем новом проекте. Абхазское телевидение надеется, что и впредь Генеральная прокуратура будет с нами сотрудничать. Спасибо вам большое, что посетили нас.